На площадке исторического парка «Россия. Моя история» уже в 6-й раз прошел самый масштабный диктант на знание истории Великой Отечественной войны – диктант Победы. В 2024 году мы отмечаем 70-летие победы в Великой Отечественной войне, 80-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 35-летие со дня окончания вывода советских войск из Афганистана. Именно этим ключевым датам были посвящены вопросы диктанта Победы. Сегодня мероприятия проходили в историческом парке «Россия. Моя история». Благодаря этому тестированию, диктанту, я погружусь еще раз в события Великой Отечественной войны и восполню те знания, которые казалось, что давно забыты. Было очень много молодых людей, участников диктанта, что очень радует. Это говорит, наверное, о том, что значимость победы в Великой Отечественной войне для молодого поколения остается актуальной, и они неравнодушны. В рамках диктанта Победы по всей нашей стране впервые прошла акция «Письмо герою», где участники написали свои письма-пожелания участникам специальной военной операции. Впечатление, вообще тест сложный. Так, если человек знает только там школьную программу, да, изучал, то мало что может ответить. Вот. Но для кругозора очень хорошие вопросы, в принципе, чтобы изучить историю России. А так, я считаю, то, что проводятся такие мероприятия, это очень хорошо, развивает, получается, для молодежи, да, дает шаг к тому, чтобы они познавали вот историю своей родины и гордились ей. На мероприятии присутствовало 300 неравнодушных граждан, из которых приняли участие 145 человек в возрасте от 12 до 65 лет. Я прошел диктант Победы, и он мне сильно понравился. Были вопросы, о которых я почти никогда не задумывался. Столько новых знаний пришли ко мне. Это очень хорошо. Вопросы очень были, как бы несложные, но очень хорошие вопросы, где уже мозг включила прям. Думаю, ответила все верно, и балл будет хороший. Диктант Победы завершился праздничным осохой. Ознакомиться с результатами диктанта Победы вы сможете на сайте диктантпобеды.рф.